Настольный теннис или по-другому шоу-даун – игра, предназначенная для слепых людей. Стол имеет закругленные края, чтобы незрячие игроки не травмировались во время матча. Цель – забить звенящий мяч в лузу соперников. В комплект для игры входят и специальные очки. Это сделано для честной и безопасной игры. За процессом внимательно следит мастер спорта Мовсар Дугиев. Он делает замечания и объясняет ошибки. Неправильная защита в зоне. Вторая подача вниз. Оказывать помощь нуждающимся должен уметь каждый. Даже если в вашем окружении нет слепых, жизнь может столкнуть вас с таким человеком, говорит Адам Сагов. В общении с незрячими есть своя этика. У людей, которые чем-то болеют, развита гиперфиксация самостоятельности. Они не любят, чтобы им помогали, потому что осознают, что зависимы от помощи других даже в бытовых ситуациях. Если какая-то такая реакция будет у кого-нибудь, не воспринимайте что-то негативным и так далее. Это нормально. Вы предлагаете свою помощь. Если человек нуждается в вашей помощи, он говорит, что ему нужна ваша помощь. И второе базовое правило, вы должны обязательно спросить, как эту помощь оказать. Довольно-таки часто бывает, человек подходит, не спрашивая, нужна или не нужна помощь, начинает эту помощь оказывать и делает это так, как он считает нужным и как ему это кажется правильным. Но не все так просто. На своем примере председатель Ингурской региональной организации общества слепых объяснил и как правильно помогать незрячему сесть на стул. Ребята разных возрастов активно принимают участие в соревнованиях по настольному теннису. Исаат Сароев в региональном турнире конкурса «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов» в прошлом году в Тюмени смог войти в десятку лучших. Такие мероприятия общество слепых планирует проводить чаще. Мы за счет поддержки фонда президентских грантов проводим эти мероприятия, чтобы их было больше, чтобы ребята могли участвовать в них, чтобы они могли соревноваться на уровне России, на чемпионатах. Для этого и нужны эти соревнования местные, чтобы мы их побольше проводили. Мероприятие проходит в рамках презентации проекта «Спорт без преград. Горный сет». Ранее же был подготовлен онлайн-курс по подготовке тренеров по адаптивному теннису. Более 20 человек смогли получить удостоверение о повышении квалификации. Этот вид спорта развивается и в республике. Мы развиваем адаптивный теннис, который не только у нас в регионе, но и во всей России бурно развивается последние годы. Помимо этого у нас развивается адаптивный дзюдо, адаптивный волейбол. Регулярно мы проводим мероприятия по шашкам, шахматам среди сообщества. Да, есть и проблемы, например, отсутствие в регионе адаптивно-спортивной школы. Но недавно министр встречался с главой республики, этот вопрос обсуждался. Мы надеемся, что в ближайшее время адаптивная школа у нас в регионе появится. Помимо прочего, будет проведен Северо-Кавказский спортивно-реабилитационный форум, в рамках которого запланированы открытый турнир СКФО, лекции, квест и круглый стол на тему «Адаптивный спорт. Возможности и перспективы». В реализации проекта на правах одного из ключевых партнеров участвует Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.